Всем здравствуйте! Сегодня с вами в эфире Антон Федянин. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Могли бы немного рассказать о себе? Да, конечно. Здравствуйте, меня зовут Антон Федянин, я главный архитектор Центр проектной академии Казгорд. Также я представляю Союз архитекторов Казахстана, магистр архитектуры, и сейчас с удовольствием хотел бы ответить на все ваши вопросы. В первую очередь хотел бы спросить у вас, каковы основные архитектурные тренды в Казахстане в 2025 году? На самом деле, в 2025 году, по моему мнению, мне кажется, будет развиваться именно осознанное такое проектирование городов. То есть мы можем даже смотреть на примере города Алматы, что вышли ограничения по высотности, по плотности. Также мы видим, что, к примеру, города Астана, Караганда начали развиваться пригороды очень мощно, так сказать. И здесь встает уже на главный план, наверное, подход такой рациональной архитектуры. Больше мы начинаем задумываться уже как бы о человеке, да, то есть его комфорте, о его семье, о социуме и так далее. То есть я считаю, в этом году, то есть мне кажется, туда будем двигаться. Также немаловажным, в этом году намечается много интересных конкурсов, мероприятий именно по зеленой архитектуре. Поэтому я тоже думаю, это даст такой толчок к развитию именно такой зеленой архитектуре. Далее хотел бы спросить, какие современные технологии используются в казахстанской архитектуре для повышения энергоэффективности зданий? Да, на самом деле это интересная тема. На сегодняшний день можно как бы разделить, да, несколько направлений. То есть не только архитекторы предусматривают, да, энергоэффективность зданий, но когда мы говорим про энергоэффективность, это значит подход комплексный, то есть от инженеров, конструкторов, архитекторов и так далее. То есть, к примеру, если разделить по разделам, то есть те же самые инженеры, они используют более экономичное оборудование, приточные установки, градирни и так далее. То есть с повышенным уровнем именно такой эффективности, да, энергоэффективности и с минимальным выбросом СО2. Если смотреть же со стороны архитекторов, то архитекторы, они всегда задавали этот вопрос по энергоэффективности и шли в эту сторону. К примеру, те же самые применение качественного утеплителя, который максимально как бы вводит наше здание в оболочку, и получается эффект такой термоса. То есть что очень важно для энергоэффективности зданий, именно вот это утеплитель. Поэтому это основное такое решение для архитекторов. Также много моментов сейчас по современным типам кровель и ограждающих конструкций по витражам, по окнам и так далее. То есть если ранее, там, лет 5-7 назад, то есть это было дорогостоящее, то есть этот подход такой, да, по энергоэффективности. Сейчас это уже наша реальность, то есть уже когда архитекторы работают или инженеры, у них в тех же самых нормативах, да, СНИПах, СН и СП, там уже четко прописано руководствоваться энергоэффективностью, то есть выбирать максимально такие менее затратные решения, да, то есть как в стороне и архитекторов, так и со стороны инженеров. Поэтому сегодня это уже наша реальность, то есть уже такое, каждый день мы с этим сталкиваемся, и тем более сейчас государственная экспертиза, частная, она тоже на этот момент начинает обращать внимание. Так что это уже наша реальность, я считаю. Как историческое наследие влияет на развитие современной архитектуры в Казахстане? Да, это очень правильный и интересный вопрос. Историческое наследие вносит именно существенный вклад именно в развитие архитектора, да, у нас в Казахстане. То есть этот подход, много на него было написано статей, различных научных диссертаций было написано. Есть у нас удачные примеры, есть такие менее развитые, да, но тем не менее хотелось бы проговорить про удачные, да, примеры. То есть у нас много есть ребят и архитекторов, которые побеждают на конкурсах международных и завоевывают. То есть, к примеру, сейчас
та же самая наша юрта, да, то есть это тоже наше глобальное такое историческое наследие, которое не надо стесняться, просто его надо немного переосмыслить, да, модернизировать, то есть взять оттуда все самое лучшее, да, то есть это супер на самом деле объект, и его просто модернизировать. То есть у нас есть ребята, то есть тоже у нас в компании в нашей Казгоре, то есть где мы выигрывали вот эти конкурсы, показывали высокий класс, то что не надо никогда бояться этого. То есть если это есть наша традиция, если есть у нас такое богатая такая наша история, надо ее аккуратно вплетать. Здесь просто идет речь о том, что надо осознанно подходить. То есть не просто вы, если здание какое-то мы делаем, и мы просто туда орнамент, да, просто там плоский сделали, и все, и считаем это историческое какое-то, то есть, ну, здание или используем наследие. Нет, здесь надо быть очень аккуратным, то есть надо, наоборот, глубже углубиться в историю и прям прочувствовать, то есть тот быт, тот именно специфику, да, и ее аккуратно очень совместить с современной архитектурой. Если вот эта комбинация получается, то это просто становится суперпроектом. То есть на самом деле у нас такие примеры есть. То есть я где-то 5-6 проектов таких знаю, которые отмечены на международной площадке. Поэтому это очень важная тоже тема. Далее, какие шаги предпринимаются в Казахстане для развития зеленой архитектуры и устойчивого строительства? Да, я когда был в магистратуре, бакалавре, я очень много участвовал в конкурсах, и на тот момент это были такие, ну, первые такие шаги, да, в Казахстане по зеленой архитектуре. Но это были первые такие предпосылки. На сегодняшний момент, то есть вот уже спустя 12 где-то 13 лет, то есть я вижу, что очень много создалось, да, в этом направлении. То есть, к примеру, создался у нас стандарт ОМР, да, то есть зеленого строительства, то есть которое не было ранее и которое сейчас компании и там жилые комплексы и девелоперы, то есть они стремятся получить эту сертификацию. Поэтому это значит, что государство поддерживает это направление, поэтому это важно очень по зеленой архитектуре. Также очень много в последнее время конкурсов, то есть я вижу по зеленой архитектуре и по устойчивому строительству. То есть это тоже очень, ну, нельзя это не заметить и не отметить. То есть это хорошая площадка, то есть плюсы государство это поддерживает, очень много конкурсов, то есть частные компании, то есть они готовы в это вкладывать. Те же самые, то есть, как я сказал, девелоперы, то есть они проводят стартап-конкурсы, где объявляют большие денежные призы ради того, чтобы команда или там молодые архитекторы могли вот эти устойчивые моменты внедрить в их объекты. Поэтому я считаю, у нас есть еще куда расти, но тем не менее у нас большой скачок за 10-12 лет. То есть, поэтому я считаю, это перспективное очень направление, которое будет еще развиваться. Следующий вопрос – это какие экологические стандарты и сертификации применяются в строительной отрасли Казахстана? Да, у нас есть, как я сказал ранее, сертификация ОМР, то есть это первая такая казахстанская сертификация, которая именно используется повседневно. То есть это наш казахстанский стандарт. Но имеется еще крупные такие общепризнанные мировые стандарты. То есть основные из них это LEED и BREEAM. То есть это один из Великобритании, то есть начал развитие, второй из Соединенных Штатов Америки. Эти два стандарта, они являются ключевыми мировыми. То есть если ваше здание или ваш там бизнес-центр или какой-то значимый объект, там ЖК, он выполнен по данным стандартам, то стоимость этой недвижимости, приоритет, его значимость значительно возрастает. То есть все стремятся именно получить эти сертификации. То есть ОМР, LEED и BREEAM. То есть это очень важные стандарты, которые предъявляют куча требований, чтобы здание было зеленым. Ну, то есть, если вкратце сказать, что на начальном этапе, то есть важно, какой участок, важно его соседство, то есть что рядом находится,
важно, как будет людям комфортно, по выбросу СО2, то же самое, по безопасности, энергоэффективности, устойчивому строительству и так далее. Там, вплоть до переработки ресайкл, да, то есть переработки мусора, батареек и так далее. То есть это там целый такой рейтинг большой, то есть можно там получить максимально количество звезд. У нас в Казахстане имеется ряд объектов, то есть десяток я знаю, в Астане они есть, в Алмате есть Green Park бизнес-центр, и все международные компании мировые, они стремятся открывать именно офисы именно только в таких зданиях, которые именно сертифицированы. Поэтому сертификация, она очень важна, поддерживать международный вот этот вот класс, да, бизнеса и атмосферы в стране. Далее хотел бы спросить, как мегаполисы, такие как Алматы и Астана, адаптируются к изменению климата с точки зрения градостроительства? Да, тема, я считаю, такая важная, тем более для наших таких больших двух мегаполисов, это вот Алматы и Астана. У нас, вот я вкратце по примеру города Алматы могу сказать, да, то есть у нас есть зоны роста, да, где можно еще развивать и улучшать, то есть тему экологии, да, это один из важных таких вопросов. Но, тем не менее, уже на сегодняшний день, то есть уже чувствуется, что акимат города Алматы, сообщество, оно начало более вдумчиво относиться как бы к экологии. И те же самые архитекторы, они начинают более, как бы осознанно подходить к этому вопросу. К примеру, то есть моменты, где застройка уже ограничена по высотности и по плотности. То есть это дает положительный эффект для общего такого бассейна и общего климата для города. То есть, к сожалению, в какой-то момент, то есть на примере города Алматы, много было вот этой точечной застройки, да, но сейчас, я вот тоже сегодня этот норматив читал, то есть очень радует, что как бы власти, то есть начинают задумываться об этом вопросе и более осознанно подходить, что экология, устойчивая архитектура, зеленая, она очень важна в городе. То есть город должен быть в первую очередь не для экономики, да, а он для людей. То есть людям, если комфортно, то там и подтянется и комфорт, и экономика, и туристическое направление и так далее. Каковы перспективы развития умных городов в Казахстане? Умные города, на самом деле, это тоже интересный такой подход, но он очень дорогостоящий, то есть это надо понимать уже на начальном этапе. В свое время, то есть мне приходилось поездить по Великобритании, по Германии, по Австрии, и я видел вот эти вот специальные такие умные города, да, то есть они обычно делаются в пригороде, то есть это, как правило, невысотная такая застройка, но то, что я увидел, то есть тенденцию, это дорого, то есть то, что если в мировой практике. И здесь вопрос больше имиджа, да, то есть страны и направленность, чтобы показать людям и показать другим странам, куда движется, да, эта страна, то, что она движется именно в развитии умных городов и городов таких осознанных, да, смарт-сити. У нас в Казахстане, у нас есть тоже под Астаной города планировались делать, то есть частично что-то внедрилось, частично что-то нет, но это здесь важный момент, чтобы, как я сказал, больше вливания оно всегда требует. И не всегда это окупаемое, да, то есть на этом этапе, когда еще вот эти технологии смарт не сильно развиты, то есть она именно требует большой как бы поток финансовых средств. Но потом, то есть с годами, то есть с десятилетием она все окупается, и это очень сильно влияет на имидж. То есть люди этим делятся, люди получают это удовольствие. То же самое это влияет потом на экономику. Такое именно пиар решение тоже. Поэтому я считаю, что в Казахстане смарт-города должны развиваться, но здесь обязательно должно быть
очень большое влияние именно и поддержка от, как бы, от страны, да, то есть от властей. Потому что тот же самый архитектор, он хочет сделать этот смарт-город, он понимает, но, или там бизнесмен какой-то, но это очень большие расходы, где нужна именно поддержка государства. У нас, как я сказал, в Казахстане такие есть прецеденты, но я считаю, таких должно быть больше и полноценных смарт-сити. Потенциал здесь я вижу, и мне кажется, это довольно-таки неплохо можно развить у нас в нашей стране. Какие государственные инициативы и программы поддерживают инновации в архитектуре и градостроительстве? Здесь важным таким драйвером, то есть я считаю, должны быть конкурсы. То есть у нас государство ранее очень много проводило таких конкурсов. Хочется, чтобы их было еще больше. Сейчас они проводятся, но хочется, чтобы они прям были для инноваторов, для креативных индустрий, для архитекторов, чтобы было их больше, чтобы вот эти вот разные начинания и инновации, чтобы можно было их поддерживать и вкладывать в них. Я знаю несколько примеров, где государство активно поддерживает. То же самое у нас здесь проходили, в Алматы, к примеру, проходили различные конкурсы по умным остановкам, по инновациям, по сделать, как бы они брали жилые кварталы, то есть, при поддержке акиматов. Они брали жилые кварталы, брали советскую панельку, там пятиэтажку, девятиэтажку, и была задача ее модернизировать, да, то есть за счет этих конкурсов они выявляли лучших, они делали экспериментальную вот эту пятиэтажку, то есть это все от этого выигрывали, да. Здесь, получается, развиваются и инновационные подходы, растет молодое поколение, то есть уже осознанное, для жителей, получается, энергоэффективная вот эта вот пятиэтажка, которая меньше теряет там этого тепла, которая меньше расходует энергетические ресурсы и так далее. Поэтому у нас эта поддержка есть, но, по моему мнению, мне хочется сказать, чтобы ее было больше. Хочется еще больше республиканских конкурсов таких. Было бы классно. То есть мы вот в Союзе архитекторов планируем в этом году тоже в эту сторону направить тоже свой фокус, то есть именно по вот этим конкурсам. Потому что конкурсы, они всегда дают именно драйв и развитие. Поэтому, мне кажется, еще есть куда нам расти. Поэтому нам все вместе нужно в этом направлении подумать и развивать еще. Как же Казахстан взаимодействует с международными архитекторами и урбанистами для улучшения городского пространства? Казахстан, он активный участник Международного союза архитекторов. То есть мы имеем свой голос, мы активно представляемся на международной арене, и мы имеем такую коллаборацию, да, с иностранными архитекторами. То есть, к примеру, есть Международный союз архитекторов, то есть это большой такой союз, то есть, который проводит мероприятия, форумы, обучение, лекции и так далее. То есть мы активно стараемся сами посещать, активно стараемся искать какие-то гранты, возможности, чтобы договариваться и отправлять молодых ребят. То есть мы стараемся выставляться, то есть чтобы казахстанские работы, опытные архитекторы, молодые, чтобы они могли выставляться именно на международной арене. То есть что очень важно. Это если говорить про мировой арене. Также если говорить про такой небольшой круг ближайший, то есть еще отдельный такой союз МОСА, да? То есть это наши соседние страны, то есть вот страны СНГ, мы активно тоже взаимодействуем, то есть где-то в год по 3-4 крупных мероприятия они проходят по различным странам СНГ, где встречаются, обмениваются идеями, проектами, подходами по улучшению городов, именно архитекторы. И вот мы, казахстанские архитекторы, активно там представлены.
И что немаловажно, происходит сюда ротация. То есть это если молодой специалист или студент очень хорошо себя показывает, у него есть какая-то идея, или он хочет прям яростно выступить, показать свою идею вот, там, на площадке СНГ, то Союз архитекторов Казахстана активно способствует, договаривается и старается помочь. Поэтому взаимодействие важное не только как бы вариться в своем котле, да, то есть вот для, наверное, посыл такой для молодых архитекторов, то есть не только в своем котле, там в своем городе, в своем университете, надо расширять все, потом страна, соседние города, да, в стране, СНГ, соседние страны, мир, то есть надо больше всегда изучать и расширяться, потому что архитектор, он должен и английский знать, и взаимодействовать с другими архитекторами мировыми, только тогда он начнет расти, и тогда он начнет такие современные идеи и подходы, изучая по всему миру, внедрять здесь у нас в Казахстане. Поэтому важный этот момент, я считаю. Какие архитектурные проекты в Казахстане в ближайшие 5-10 лет могут изменить облик городов? Мне кажется, здесь надо уже двигаться нам, как мы вначале разговаривали, в зеленую архитектуру, в устойчивую, в энергоэффективную, потому что там у нас идет большое развитие в мировом таком масштабе, да. То есть, когда мы посещаем такие форумы или встречаемся с международными архитекторами, то есть если мы сейчас это внедряем только, то для них это уже простая обыденность, то есть для них это не новшество. Именно вот этот вот такой умный подход, да, к планированию городов, зданий и так далее. Поэтому в ближайшие 5-10 лет, то есть я считаю, может изменить именно, если человек, то есть, во-первых, архитектор, он не всегда должен свое здание строить там вверх, да, то есть я вижу как новую тенденцию, то есть вот тоже мы говорили с главным нашим архитектором Академии Ералим Тутадевичем, что новый, наверное, подход будет в городах, что надо развивать, именно это невысотное строительство, да, потому что мы должны думать, как человеку будет комфортно, да, то есть не просто там башни, то есть это ЖКшки, то есть это тоже хорошо развивает экономику, но мы должны уже больше, как архитекторы, наверное, как исследователи, подходить уже осознанно, да, то есть для нас есть, что для нас, для архитекторов главное, то есть для нас главное это человек, его семья, да, с детьми, его важное общество, да, то есть с кем он общается, взаимодействует и так далее. И именно это формирует, то есть как бы комфорт, то есть человек получает удовольствие в городе, в этом здании, то есть ему становится комфортно, он готов работать больше, приносить экономике больше, то есть развитие, и все начинают стремиться в эти города. То есть поэтому города должны быть уже для людей, то есть, наверное, не высотные, архитектура должна быть уже устойчивая, то есть здесь должен быть уже подход по альтернативным источникам энергии в Казахстане. То есть, к примеру, те же самые солнечные панели, то есть если лет 15 назад, то есть когда мы учились в университетах, то есть мы вот в проекты или там, когда я начинал, то есть считалось, если ты солнечную панель поставишь, все, у тебя там здание энергоэффективное, зеленое и так далее. Но на тот момент, то есть когда мы потом делали расчеты, то есть в компании изучали этот момент, на самом деле 15 лет назад солнечные панели в Казахстане у нас они были нерентабельны. То есть не было смысла делать эти солнечные панели много, да, потому что они дорогостоящие. То есть и окупаемость у них там до 15 лет. И когда это 15 лет подходило, то есть панель, она уже приходила в негодность, это солнечная панель. Сейчас ситуация резко изменилась за вот эти годы, то есть потому что идет развитие технологий в мире, у нас в Казахстане идет развитие, и вот эти солнечные панели, они уже стали рентабельными, да, то есть сейчас можно окупаемость достичь там 3,5-4 года, то есть за 3,5-4 года окупить полностью вот через солнечные панели и уже получать там прибыль, да, то есть уже экономить на расходах по электричеству, там, другим ресурсам, и уже получать какой-то
там, бонус, да, то есть возврат, то есть своих инвестиций. Поэтому я считаю, вот эти вот ближайшие 5-10 лет надо стремиться к невысотной застройке, думать больше о человеке, о социуме, с кем он общается, и чтобы ему было комфортно. И, конечно, чтобы думать про зеленую архитектуру. Что вы можете сказать о конкурсах, такие как Open Space, и о самом конкурсе Open Space? На самом деле это супер возможность, я считаю. То есть это сам вот этот конкурс для архитекторов, это большой шанс. То есть смотрите, когда вы учитесь в университете, или если вы закончили университет, вы работаете на работе, у вас есть заказчик, у вас есть работодатель, и всегда у вас есть какие-то определенные жесткие рамки, да, то есть где вы должны выполнить задачу. Конкурс же, он дает вам возможность раскрепоститься, и вы можете выйти на международную арену очень быстро и заявить о себе. То есть вот вы представляете, вот вы поучаствовали в конкурсе, да, то есть вот, к примеру, там Open Space, любую идею, что у вас в голове есть, вот как вы видите, вот нестандартно, то есть может вы там супергений, то есть в архитектуре, но я не вижу такое здание, я вижу, что здание должно быть там, не знаю, в виде там шара или там реально все здания должны быть в виде юрты. Все это, то есть надо давать как бы на конкурс, обосновывать, защищать, то есть заражать свои как бы энергии и свои идеи, то есть членов жюри, да, то есть организаторов и мировое сообщество, и вы можете очень быстро выйти за рамки города, там, даже если вы там в поселке где-то живете, в селе, быстро можно выйти, если тем более сейчас интернет есть, да, то есть поучаствовать в таком конкурсе, вас заметят, вы можете выиграть. Перед тем, как сделать этот проект, вы много научитесь, много изучите информации в интернете, да, об этом конкурсе. Возможно, какие-то программы подучите. То есть здесь одни сплошные плюсы. То есть и в конце вы можете просто выстрелить. То есть если вот вы выиграли республиканский конкурс, вас СМИ могут заметить, вас могут заметить работодатели и пригласить там на высокооплачиваемую работу, к примеру. Поэтому такие конкурсы, как Open Space, они дают такую супер возможность. При том, что есть конкурсы, они просто направлены на проектирование, да, то есть где просто человек проектирует, там просто надо спроектировать коттедж, да, или спроектировать там какой-то театр. То есть здесь же в конкурсе Open Space здесь такой фокус делается, да, на, тоже, как сказал, осознанную такую архитектуру, да, инновационную, где можно вообще, то есть предложить супер идеи, то есть которых еще как бы нету, или взять за основу мировые какие-то тенденции, или там новый подход, там, может быть, там, не знаю, какие-то, бывают фасады там из морских водорослей, как-то они используют дополнительную энергетику. То есть вот это можно взять, переосмыслить, доработать, что у нас здесь интересного есть, и подать свою идею. То есть, представляете, то есть и можно выиграть, то есть и призовые места можно выиграть, и о себе заявить, и как бы самому себе доказать, что вы архитектор, то есть вы вот эту сделали идею, и вы уже что-то можете предложить этому миру, да? То есть вы можете заявить о себе в мировом масштабе. Поэтому конкурсы это супер возможность, то есть на своем таком пути, то есть где-то больше 20 где-то, больше 20-25 конкурсов я прошел, то есть вот 25 конкурсов, например, я прошел, из них я выиграл всего лишь там 6-7. Остальные все я где-то там, не дошел и так далее. То есть это нормальная ситуация, то есть если даже вы не выигрываете, вы супер параллельно получаете много очень информации и бонусов, плюшек, можно так сказать. Поэтому участие в конкурсах это супер возможность. Я рекомендую даже не думать. То есть у меня вот тоже история есть. Я когда учился в Казгаса, то есть такой кейс, да, в Алмате я учился на архитектора. У нас учатся обычно 5 лет, как вы знаете. И потом была еще у меня магистратура. Но я в студенческие годы я активно, то есть не только в конкурсах участвовал, но и занимался такой организаторской деятельностью, ведущий был КВН там, и так далее. И вот на втором курсе я думаю, я хочу в конкурсах сильно участвовать,
Я пошел, там был как раз конкурс, один из первых это мультикомфортное здание, то есть как раз вот смежный конкурс сейчас у вас, да, Open Space проводится. Надо было сделать мультикомфортное здание, энергоэффективное, сделать расчеты, защитить его и так далее. И потом защититься перед международным жюри. И вот на втором курсе я пошел, то есть записался, начал делать проект, и потом меня, КВН затянул, и я просто это забросил. Потом, то есть мне во время бакалавра, второй, третий, я в различных конкурсах участвовал, где-то что-то выигрывал, денежные призы, грамоты, места какие-то, телефон выигрывал, то есть и так далее. И потом в магистратуре я думаю, нет, вот я свой гештальт, я свою задачу должен закрыть. Я думаю, вот я во втором курсе взялся и не довел этот конкурс, бросил. Я опять возьму в магистратуре, в первом курсе магистратуры, взял в этом конкурсе и полностью его выиграл. То есть я его выиграл на республиканском этапе, потом этот конкурс, организаторы, они заплатили там денежную премию, грамоты там в СМИ напечатали, и потом за счет компании они еще отправили меня в Европу защищать свой проект на английском языке против других стран. Было 66 команд, около 40 стран было. То есть, представляете, какую-то возможность дает тебе как архитектору. То есть, если вот вы выигрываете, вы здесь в Казахстане, то есть уже как бы заявляете о себе, вас отправляют на международную арену, и вы там можете о себе заявить. И тоже там я выступил на международной арене, то есть это было в Румынии, в Бухаресте, и по вот этой теме мультикомфортного здания. И там тоже я не выиграл первые места, но я взял тоже спецприз, то есть тоже денежный приз, там грамота и так далее. И я как бы заявил о себе. Поэтому такие конкурсы, они очень важны. То есть я прям не случайно остановился на этом моменте, что участвовать в конкурсе надо. То есть даже если вы студент, участвуете в конкурсах, молодой архитектор, или вы там дизайнер, или вы там творческий человек, всегда участвуйте в конкурсах. 30 вам лет, 35. То есть вот мы в команде сейчас, мы всегда стараемся находить и искать конкурсы. Даже вы будете знаменитым архитектором, всегда участвуйте в конкурсах, это большой шанс. То есть вот те знаменитые компании, там Zaha Hadid, Норман Фостер, то есть они всегда участвуют в конкурсах. То есть, когда вот мы были в Лондоне, в Великобритании, мы обсуждали этот момент с иностранными архитекторами. Они говорят, они за месяц в 20-30 конкурсах участвуют. Представляете? За месяц 20-30. У них, естественно, масштабы большие, они по всему миру, у них разбросаны команды, разбросаны архитекторы. Но вот они говорят, мы вот постоянно участвуем. За счет этого они заявляют о себе и берут заказы. Поэтому, еще раз, то есть если вы сомневаетесь, то в конкурсах важно участвовать. Какие советы участникам конкурса вы могли бы дать и что вы можете им пожелать? Да, первое, это важно очень внимательно читать задания. Во всех конкурсах есть свое задание. Это как бы ваша техническая такая именно задача, которую вы должны выполнить, чтобы ее выиграть. Но важно подключить сюда именно нестандартный подход. То есть вы должны, самое главное, выполнить задачи, но сделать ее с изюминкой, то есть вложить туда душу. То есть и если вы будете вкладывать туда душу, то есть это будет вам нравиться, вас заряжать, и тогда вы сможете как раз этот конкурс и выиграть, выполнив все задачи, вложив туда душу и какую-то изюминку. Поэтому важно здесь не бояться. То есть я говорю, то есть, не выиграете сейчас, в другом случае выиграете. Не надо здесь бояться. То есть первое, это что выбор. Если вы участвуете, берете и с головой, как в холодную воду, в море, ныряете просто. Но я вам гарантирую, что вы скажете, что это не зря, что вы поучаствовали. Вы потом себе, когда уже вырастете, будете там знаменитым архитектором, то есть вы уже потом осознаете, что как классно, что я вот участвовал в таких конкурсах. И именно это сформировало, да, мое желание, мою силу, мое терпение и мою как бы креативную такую часть, да, то есть мою архитектор творческий. Поэтому я желаю всем ребятам, первое, это однозначно участвовать, второе, это быть смелыми,
то есть не бояться участвовать не только в одном, не надо зацикливаться на одной задаче. Здесь поучаствовали, в другом поучаствовали, и всегда идти всегда вперед. Хочется всем пожелать большой удачи на самом деле. Я специально очень много заострил внимание именно на конкурсах, потому что конкурсы, они полностью вам развязывают руки. Никогда ничего не бойтесь. То есть предлагайте свои идеи. То есть всегда берите больше на себя. То есть вы хотите, то есть на работе заявить о себе, хотите в городе заявить о себе как архитектор, в стране, в мире. Но надо делать, то есть экспериментировать. С первого раза может не получиться. То есть надо еще делать, разрабатывать, работать, придумать. Потому что архитектор – это изобретатель, это инноватор и изобретатель. Это очень классная профессия. Поэтому важно вкладываться и отдаваться архитектуре полностью. И тогда вас заметят, и вы просто можете стать знаменитостью. Так что я вам желаю успехов, желаю побольше участвовать в мероприятиях таких, побольше участвовать в форумах, задавать вопросы, активно ходить на мастер-классы, читать новости про архитектуру и просто наслаждаться жизнью и быть исследователем. Всем спасибо. Спасибо вам большое. Желаем вам тоже удачи, успехов и до свидания. Спасибо большое. До свидания.